В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале об основных темах. Технологический прорыв на горизонте. Якутия готовится к запуску собственного дата-центра по искусственному интеллекту. 2 года от идеи до реализации СВФУ воплотил план по созданию кафедры интегративной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. Небо, вертушка, спасатели в деле. Служба спасения Якутии МЧС провели совместное учение по спуску с вертолета. Не первый год жители столичного дома по улице Лермонтова борются за переселение. Попытки так и не увенчались успехом. Как долго продлятся мытарства горожан? Пробурить метр льда всего за 58 секунд на озере Сайсара установили абсолютный рекорд в ходе экологических соревнований по аэрации. Огромные расстояния перестают быть преградой, а современная инфраструктура закладывает прочный фундамент для будущего развития республики. В Тампонском районе торжественно открыли сразу 2 мостовых перехода через реки Тампо и Дюгандя. Это 62 и 63 мосты, возведенные в Якутии с 2018 года. На реализацию проекта совместно с компанией «Полиметалл» направлено 1,5 миллиарда рублей. Новые переправы укрепят связанность всей северо-восточной Якутии, открывают экономические перспективы для Тампонского района и повышают качество жизни местных жителей, в том числе представителей коренных малочисленных народов Севера. Особую ценность имеет баланс между развитием инфраструктуры и сохранением природной среды и традиционного уклада жизни. Сегодня мы уже ставим вопрос о зимнике продленного действия в ближайшие годы, которая будет уже доба такая, и с дальнейшим уже выходом, еще раз говорю, на Усянский район. Мы сегодня видим, что качество жизни людей здесь уже меняется, появляется возможность реализовывать уже крупные промышленные проекты, в том числе вот здесь, Тополином, компания «Полиметалл» будет реализовывать очень серьезные большие промышленные проекты, и очень хорошо, что с самого начала идет очень активное обсуждение и экологических требований, и социальных требований, и компания идет навстречу и жителям села, и району. Я уже неоднократно встречался с руководством компании. Уверен, общими усилиями мы сделаем все для того, чтобы Тополиное, которое на самом деле является одним из таких важнейших для нас сел, где проживают наши малочисленные народы Севера, оно и дальше развивалось, шло вперед, и качество жизни здесь и в других населенных пунктах и Тампонского района, и нашей республики становилось лучше. Ну а на строительной площадке Ленского моста началась одна из самых сложных и ответственных операций – перемещение первого кофердама опоры номер 10 ближе к руслу. Огромная конструкция с суммарным весом почти 3000 тонн пройдет 140 метров за 2 дня, опустившись до пониженной отметки на берегу. Движение кофердама обеспечивают мощные лебедки, работающие как тяговый механизм. Такая система сдерживания позволяет безопасно перемещать кофердам, полностью контролируя скорость и траекторию его движения. В российском мостостроении наплавные кофердамы применяются впервые. Это современное технологическое решение, позволяющее эффективно работать в сложных гидрологических условиях. С помощью 3 стальных конструкций высотой более 17 метров в русле будут созданы сухие зоны для устройства фундаментов будущих пилонов моста. В Москве состоялось заседание Генсовета «Единой России». Партия вступает в активную фазу проведения предварительного голосования. Якутию представили глава республики и лидер регионального отделения Айсан Николаев и Галина Васильева, секретарь первичного отделения Пристанская. Главной темой стали предстоящие в этом году выборы, особенно в Государственную Думу. Уже идет регистрация кандидатов, среди которых 81 участник СВО. Также более 16 тысяч предложений поступило в новую народную программу партии «Единая Россия», с которой она пойдет на выборы в Госдуму. Каждый житель страны может поучаствовать в формировании этого списка предложений. Свои идеи можно обозначить онлайн прямо на сайте, выбрав нужную категорию. Мы буквально месяц тому назад секретари провели заседание, и на этом заседании мы провели еще вот такой круглые столы, где тоже собирали предложения от наших секретарей со всей республики по направлениям партийных проектов. Поэтому можно сказать, что в Республике Саха-Якутия у нас уже идет такой сбор предложений в народную программу.
В Якутии будет построен дата-центр по искусственному интеллекту. Об этом по итогам 2 дней работы стратегической сессии специалистов разных отраслей сообщил вице-премьер правительства республики Анатолий Семенов. По его словам, за это время участники сессии научились конкретизировать, по каким статьям искусственный интеллект способен оптимизировать работу той или иной системы. Иными словами, посчитали эффекты от внедрения разработки в человека-часах и валюте. Как подчеркнул зампред, другого лучшего инструмента по повышению эффективности нет. При этом для его внедрения необходимо обучать людей и строить инфраструктуру. Есть поручение президента страны строить дата-центр по ИИ здесь. Мы ведем переговоры сейчас с крупными корпорациями, но над выбором места и строительство дата-центра, потому что нам понадобятся мощности. Ну и последнее, это, конечно, приоритизация отраслей. То есть там, где, как по принципу Парето, те 20% отраслей, которые дадут нам 80% эффекта. Вот нам осталось буквально месяц работы. Ну и в конце апреля эту стратегию утвердим, и я думаю, население сможет с ней ознакомиться. Завершился республиканский культурный форум «Арктида». В его рамках прошли семинары, сессии, мастер-классы с участием представителей ведущих республиканских учреждений культуры и искусства. Отдельное внимание уделили сохранению эпоса на семинаре практикуме «Единая система домов Аланхо». Определение нового вектора развития культурной жизни республики стало основной целью форума. Завершилось мероприятие музыкально-театральным шоу «Так звучит Якутия». Республика настолько уникальная и богатая своей культурой, своими традициями. И очень важно, что в вашей республике сохраняются и уделяется большое внимание духовно-культурным ценностям. Это очень важно. Прошел первый день форума, на котором я присутствовала, очень продуктивно. Мы обсуждали вопросы сохранения культурного наследия, в частности, сохранения объектов культурного наследия, как их можно вовлечь в хозяйственный оборот, использовать под современное использование, причем не нарушая исторический облик памятника и с бережным отношением. Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Амосова открыл 4-ю кафедру на базе Национального центра медицины. В других учреждениях уже работают кафедры онкологии, офтальмологии и фтизиатрии. Подробности у Вероники Таюрской. Заболевания сердечно-сосудистой системы стоят на первом месте в мире. Поэтому неудивительно, что обучению специалистов уделяется большое внимание. Первые идеи о создании кафедры интегративной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии появились 2 года назад. Именно тогда проявилась острая необходимость в более углубленном обучении как специалистов, так и ординаторов. Открытие кафедры даст в последующем очень большие результаты именно в развитии системы здравоохранения, подготовки кадров высококвалифицированных для как раз по профилю сердечно-сосудистая хирургия и кардиология. Также здесь будут интегрированы курсы по эндоваскулярной хирургии, по лучевой диагностике и по функциональной диагностике. Сегодня в медицинском институте СВФУ обучается свыше 2500 студентов по всем направлениям и 3 ординатора по программе кардиологии. Преподавателями новой кафедры выступят известные кардиологи Якутии, доктора медицинских наук Петр Сахаров и Кендул Иванов. Кроме них, лекции о сердечно-сосудистых болезнях и практические занятия будут вести молодые врачи Национального центра медицины. Мы понимаем, что развитие медицины в Якутии, недавно отмеченное Михаилом Альбертовичем, ее развитие даст дополнительный стимул для молодых будущих врачей именно развиваться в данном направлении. И мы ждем очень больших и научных открытий, и качества подготовки наших кадров. Открытие кафедры интегративной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии – еще один шаг для снижения уровня заболеваемости якутян. Сегодня для здравоохранения Якутии очень важное событие. Открывается кафедра интегративной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии на базе Республиканской больницы номер 1. Оно будет способствовать успешной реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» проекта «Медицинские кадры». Это мероприятие будет способствовать, безусловно, подготовке высококвалифицированных специалистов, которые будут работать в нашей республике. В планах у медицинского института продолжить совместную работу с Министерством здравоохранения Якутии по открытию специализированных кафедр на базе больниц. Вероника Таюрская, Виктор Дичковский, Якутск.
Служба спасения Якутии и МЧС провели совместные учения по спуску с вертолета. Всего в отработке действий приняли участие более 20 спасателей и экипаж Ми-8. Подробнее о том, как прошли учения, в сюжете Тимура Колмогорова. Быть готовым к любой ситуации для спасателей значит упорно тренироваться и постоянно оттачивать свои навыки, от которых зависят жизни людей. А там, где не пройдет ни техника, ни человек, есть только путь по воздуху. Так, в местности недалеко от села Тельдянцы прошла тренировка беспарашютного спуска с борта вертолета Ми-8. Спасатели будут выполнять сегодня 2 упражнения. Это спуски на ограниченную площадку, спуски на лес. И эти тренировки у нас проходят совместно с экипажем Ми-8 Дальневосточного авиационно-спасательного центра МЧС России. Десантирование проходило в несколько этапов на высоте 30 метров. До начала же десантирования спасатели проходят обязательный инструктаж и надевают специальную экипировку. В снаряжении используем мы страховочную привязь, спусковое устройство, перчатки обязательно, каска, очки и обязательно стропорез. Для Якутии такие спуски не редкость, ведь большая часть территорий – горные и лесные массивы. Потому спасатели должны быть готовы к работе как в небе, так и на земле. Я давно работаю, не первый раз, у меня 84-й спуск будет сейчас. А так, на счету 83 спуска, уже работаю 13 лет. Что самое главное при спуске? Ну, слушать старшего, выпускающего, быть осторожным, внимательным ко всему снаряжению. Все надо осмотреть, проверить, спусковину, обвязку. И главное, слушать выпускающего, по команде работать. Сами учения проходят на регулярной основе в рамках подготовки к паводкам, пожароопасному сезону и другим непредвиденным ситуациям. По итогам спусков прошло все на отлично. Все, что было в плане, все выполнено. Ребята осуществили около 5 спусков учебных. Все без происшествий. Отработка спуска с вертолета является одним из сложных элементов в работе спасателей, где каждый член группы выполняет отведенную ему роль. И такие учения позволяют отточить скоординированность и скорость действий, от которых зависят жизни людей. Тимур Колмогоров, Айлита Махно, Якутск. В Якутске состоялось пленарное заседание Республиканской общественной палаты. На нем говорили о патриотическом воспитании, поддержке участников СВО и членов их семей. Общественный совет наряду с Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям является организатором гражданского форума и Республиканского антифашистского форума «Народ и армия едины». Они ежегодно объединяют неравнодушных жителей Якутии, способствуют развитию гражданского общества. Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям, участник СВО Петр Шамаев поблагодарил всех общественников, а также волонтеров, которые вносят неоценимый вклад в поддержку участников спецоперации. Волонтеры являются на сегодняшний день двигателями и объединяющей той единицей, которая сейчас сплачивает народ вокруг специальной военной операции, ветеранов боевых действий. Поэтому в этом плане у нас работа с общественной палатой идет очень тесно и продуктивно. Комитет по молодежной и семейной политике Ленского района отмечает юбилей. Вот уже 15 лет коллектив комитета помогает молодым людям найти свое место в жизни и самореализоваться. На счету организации множество больших и малых дел, удачных и ярких мероприятий. Сотни человек ежегодно участвуют в программах и проектах, реализуемых Комитетом по молодежной и семейной политике. Комитет по молодежной и семейной политике был организован в 2011 году. С момента основания в вновь созданном учреждении работало всего 2 молодых специалиста. Они взяли на себя огромный пласт работы, который охватывал разные сферы жизни Ленского района. С каждым годом сотрудников становилось больше, открывались новые отделы. Сегодня в молодежном коллективе 17 человек. Руководит комитетом с прошлого года Ксения Попова. Девушка много лет работала в коллективе ведущим специалистом по молодежной политике. Также занималась волонтерским движением «Лучи Ленска». Много лет назад, скажем так, этот путь мой молодежный начался с комитета по молодежной политике. Потом был небольшой перерыв, где я попробовала себя в другой отрасли, была руководителем лагеря «Алмаз», который тоже сейчас в республике является лучшим лагерем.
Вот. Ну и потом меня пригласили, скажем так, на должность председателя комитета по молодежной и семейной политике. В мои обязанности, конечно, как руководителя входит поддерживать мою команду во всем, реализовывать их любые предложения, поддерживать их, общаться с нашей действующей властью. Сегодня специалисты комитета ведут работу по различным направлениям. Созданы программы по подготовке кадров для приоритетных отраслей экономики. Планируется сотрудничество с вузами Новосибирска. Большое внимание уделяется мерам поддержки. Молодым специалистам с прошлого года выплачивают подъемные в 300 тысяч рублей. Ранее сумма была в 2 раза меньше. Также специалисты могут встать на очередь на получение служебного жилья. Ведется работа с молодежью, уделяется большое внимание их патриотическому воспитанию. Еще одна весомая задача – работа с некоммерческими организациями. Чтобы сделать что-то хорошее, все равно нужны средства, чем мы и помогаем нашими местными конкурсами. Также мы подталкиваем, обучаем их, чтобы они участвовали в федеральных грантовых конкурсах, республиканских. В 2025 году Анна Стручкова, НКО-Тим, у нас выиграла грант главы республики Саха-Якутия по такой теме, которая нам близка, грантовый навигатор, где она будет помогать и уже помогает поселениям открывать свои некоммерческие организации и тоже их образовывается. Большое внимание уделяется и работе с семьями участников специальной военной операции. Поддержку оказывает специалист-психолог. Сейчас тесно работаю с семьями СВО, и с детьми, и с женами, и с мамами, и с самими демобилизованными бойцами, с теми, кто находится непосредственно сейчас в зоне специальной военной операции. Мы с ними на онлайн-связи поддерживаем контакт. Проводит комитет и ряд других мероприятий. Оказывается поддержка семьям и юбилярам, роженицам и молодым семьям. Отдел по семейной политике занимается различными денежными выплатами. 50 лет совместной жизни юбилейная пара получает выплату 50 тысяч рублей. В прошлом году у нас было больше 30 заявлений, всем выплатили. Также у нас есть денежная выплата юбилейным детям. Каждый 50-й, каждый 100-й получает также денежную выплату 50 или 100 тысяч рублей. Каждый год комитет проводит яркие и запоминающиеся полезные мероприятия, где молодые люди вдохновляются новыми идеями, знакомятся друг с другом, обмениваются опытом и создают новые проекты. За 15 лет существования комитет становился не единожды лучшей структурой республики. Лучи Ленска были признаны лучшими волонтерами в Якутии. В копилке комитета десятки наград, а впереди не менее важные задачи, нацеленные на позитив, на активную, творческую, здоровую, полноценную молодежь, которая через несколько лет станет прочным фундаментом для строительства сильного государства. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Не первый год жители столичного дома по улице Лермонтова борются за переселение. Попытки так и не увенчались успехом, несмотря на откровенно плохое состояние здания. Как долго продлятся мытарства горожан, попытался выяснить наш корреспондент. Лермонтова, 28, квартира 3. Вот аквариум. Так резиновые сапоги стали лучшими друзьями жителей дома по улице Лермонтова, 28. Авария – результат изношенных сетей, что неудивительно. Дом построили больше 70 лет назад. И тут, конечно, целый букет проблем. От лопающихся батарей до капающих потолков. Последний раз, когда управляющая компания приехала, пошли проверять трубы в квартире. Ой, у вас трубы ржавые, поэтому к вам вода не поступает. Это что, отговорка, что ли? Или они что думают, тут 2 квартиры живут, так нам напор не нужен, вода не нужна? Жители уже обращались в редакцию нашего телеканала. С тех пор мало что изменилось и стало только хуже. С Валерием Поповым мы разговаривали в апреле прошлого года. Тогда он вынужденно переехал. В его квартире провалился потолок. Но пенсионеру пришлось вернуться. Потому что денег нету, сейчас аренда повысился, вот поэтому вот я приехал сюда жить. Живу один. Терплю, вот жду. К 1000 проблем добавилась еще одна. Рядом начали возводить многоквартирный дом. Теперь деревяшка находится ниже. Это значит, что с приходом тепла заливать ее будет еще больше. А санточку, куда жители выносили отходы, огородили забором. В этот раз смотрим, стройка опять началась. Опять туда к ним пошла. Говорю, вы калитку не закрывайте. Нельзя. Дети будут бегать, опасно. Я говорю, а мы куда должны все это выливать? Звонили опять в округ, они там ездили, вроде вопрос решили. Сейчас пока не закрывают.
Очевидно, что и самим обслуживающим организациям приходится нелегко. Это ясно как белый день. Дом нужно сносить. Ставим вопрос о том, что дальнейшая эксплуатация данного здания невозможна. В принципе, требуется принятие какого-то экстренного решения, как раз касательно расселения и дальнейшей судьбы этого дома и жителей. Аварийным дом признали в 2022 году. Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям у него тоже есть от прошлого года. Но точной даты переселения в администрации города назвать пока не могут. В 2026 году в первоочередном порядке расселяются дома, вступившими в законную силу судебными решениями и с комиссией КЧС. По Лермонтова 28 нету действующего, вступившего в законную силу судебного решения, но есть решение комиссии чрезвычайной ситуации. Единственный проблеск надежды – это заявление Владимира Путина. По словам президента, жильцов домов, признанных аварийными до 2023 года, переселят к 2030-му. Эржана Гармаева, Артумен Наговицын, Якутск. Подведены итоги образовательной программы «Свое дело-14». В течение 5 дней участники проходили обучение и разрабатывали собственные бизнес-проекты. Они представили идеи в различных сферах, ориентированные на запуск и развитие предпринимательской деятельности. Завершающим этапом программы стала защита проектов. По ее итогам победителем был признан Владислав Сивцев с идеей по разработке изделий из натуральной кожи. Выпускник программы получил грант в размере 200 тысяч рублей на реализацию собственного проекта. Одни только положительные эмоции. Но на самом деле я не сомневался в том, что именно я получу грант, как и получилось. Вот, мой бизнес-проект – это производство кожаных изделий из натуральной кожи. Кошельки, карт-холдеры. Вот как раз-таки этот сертификат мне поможет приобрести то оборудование, чтобы я мог улучшить качество производства и масштабировать, конечно же, свой бизнес. Эти знания и опыт обязательно применю уже дальше на практике. Подвели итоги одного из главных профессиональных конкурсов для педагогов. Во Дворце детства состоялось торжественное закрытие муниципального этапа конкурса «Учитель года». О том, как это прошло и кто стал абсолютным победителем, узнаем в следующем сюжете. В течение 3 дней 32 педагога из 31 школы города проходили конкурсные испытания на 3 площадках. Учителя представили свои медиавизитки, провели открытые уроки и приняли участие в педагогическом интервью. Очень такой интересный профессиональный конкурс у нас прошел. Я когда только шла на этот конкурс, я искренне считала, что здесь будет прям такая холодная конкуренция. Но, к счастью, это оказалось не так. Вообще идея конкурса заключается в единстве. По итогам испытаний в финал вышли 15 участников. 2 дня подряд они проходили заключительные испытания, проводили мастер-классы, участвовали в брифинге и этапе «Образовательный форсаж». За эти дни мы прошли разные испытания, и самым трудным для нас оказались те, в которых нужно было быстро принимать решения и продемонстрировать свои профессиональные педагогические подходы в нестандартных ситуациях. 5 педагогов, набравших наибольшее количество баллов, стали призерами конкурса, получив различные номинации. Абсолютным победителем стал Александр Абрахов, учитель истории и обществознания Сахакорейской школы. Эмоции зашкаливают. Это было очень неожиданно. И вообще вот вся эта интрига, она сохранялась до самого конца. Пользуясь случаем, хотел бы выразить огромную благодарность главе нашего города Евгению Николаевичу Григорьеву, начальнику управления образования Марии Петровне Петровой и отдельная персональная благодарность Ольге Петровне Сухариновой. Теперь победителю предстоит выступить на республиканском этапе всероссийского конкурса «Учитель года». София Мельникова, Артумен Наговицын, Якутск. Пробурить метр льда всего за 58 секунд на озере Сайсара установили абсолютный рекорд в ходе экологических соревнований по аэрации. В эстафете, приуроченной ко Всемирному дню водных ресурсов, приняли участие 6 студенческих команд. Представители Института естественных наук СВФУ, Института водного транспорта и Якутского медколледжа. Подробнее о соревновании и его результатах расскажет Анастасия Пуляева. Вооружившись ледобурами, 6 команд приступили к состязанию. Главная задача участников – пробежать от старта до места сверления льда, сделать одну лунку, вернуться назад и передать эстафету следующему члену своей команды быстрее других. Мы проводим ежегодное мероприятие уже
2020 год. Благодаря данному мероприятию мы, как раз пользуясь моментом, просвещаем экологические вопросы среди студентов среднее высшее заведения города Якутска. В состязании, посвященном Всемирному дню водных ресурсов, принимают участие представители Института естественных наук СВУФУ, Института водного транспорта и Якутского медколледжа. Главная цель для организаторов и участников – насыщение водоема кислородом. Аэрация зимой жизненно необходима для поддержания жизни под водой, потому что под толстым слоем льда и снега, который, кстати, сейчас составляет более 1 метра, поддержание жизни рыбы, водорослей и других живых организмов становится очень сложным. Без достаточного доступа кислорода в замерзшем водоеме может произойти замор рыбы. В благом деле участники соревнуются на скорость. Победителем признается та команда, которая справилась с поставленной задачей в кратчайшее время. Все стартуют одновременно, и по 4-й человек возвращается, и там уже фиксируется по времени. И одновременно из каждого команду зафиксируем каждого участника, кто за сколько минут пробурил лунку. Исходя из этого, мы тоже определяем лучшего буровика. Я был изначально уверен, что стану первым. Лидером гонки стала команда Якутского института водного транспорта, а 2 и 3 места заняли студенты ИЕН СВВФУ. Главным героем дня признан Давид Атласов, родом из Амикона. Он получил титул «Лучший аэратор», установив абсолютный рекорд за все время проведения соревнований. На бурении метрового льда ему потребовалось всего 58 секунд. Как говорится, там в Амиконе рыбачим, там практикуюсь. Но я не думал, здесь буду участвовать там. Как-то получилось. По итогам состязаний лучшие команды и обладатель титула «Лучший аэратор» награждены призами. Всемирный день водных ресурсов, которому посвящено соревнование, служит напоминанием о необходимости бережного отношения к водным ресурсам и решения глобальных проблем, связанных с их нехваткой и загрязнением. Анастасия Пуляева, Семен Семенов, Якутск. К этому часу это все новости. Таким мы видели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я с вами прощаюсь. Хороших выходных.